Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у нас с вами будет очень увлекательный прямой эфир, потому что у нас гость Зариф Мавланов. Спасибо. Здравствуйте, Зариф. Здравствуйте, Наталья. Зариф не просто веселый человек и красивый, он еще и ведущий тамада. Слушайте, вы умеете делать комплименты, мне честно приятно. Я точно так же могу сказать, что вы выглядите просто супер. И сегодня мы говорим о свадьбах. Да. Потому что Зариф не просто ведущий, а экспертный ведущий. Он нам расскажет, как не потратить лишнее, как правильно организовать свадьбу. Но для начала давайте мы немножко расскажем нашим подписчикам о вас, чтобы они понимали, что вы что это не просто ведущий, а экспертный ведущий, да? Да. Сколько у вас за плечами свадеб проведенных? Знаете, на самом деле сложно посчитать. Но я могу сказать, что 9 лет моей работы в этой сфере. Из них, я считаю, что профессионально я отработал лет 5. Это вот последний. Лет? Да, 9 целым лет. Это, я считаю, что 4 года это просто практика, почти, можно сказать, пустую немного. Да? А вот 5 лет я понял, что нужно взяться за себя и нужно расти. Вот этого роста мне никогда не хватало, я именно начал развиваться. Поэтому я считаю, что чистыми 5 лет моей профессиональной работы. А вот когда вы решили, буду тамадой, буду ведущим, буду проводить свадьбы? Знаете как, я одно время просто пел в ресторанах, выступал в качестве певца. Так вы еще и поете. Да, есть такое. Но я не увидел горизонтов, потому что быть звездным певцом я бы не очень хотел. Но мне хотелось коммуницировать с публикой, больше общаться. Публику я бы не хотел оставлять, сцену, правильно будет сказать. Поэтому я решил стать ведущим и думаю, что эти навыки мне бы могли помочь в моем будущем бизнесе. Поэтому я решил, что я стану именно профессиональным ведущим. Первую свою свадьбу помните? Проведенную? Ой, помню. Это знаете как? То есть это были посторонние люди? Да, это конечно, абсолютно. Кто-то из друзей вас попросил? Да, нет, не кто-то из друзей. Это, как сказать, были люди, которые заплатили мне деньги за это. Но настолько это было шоковое состояние, потому что я на тот момент в качестве ведущего еще не выступал. Передо мной стояло, а то и сидело даже 500 человек. Это была азербайджанская свадьба. Я просто не понимал первые полчаса, что делать. Кто все эти люди? Да, что делать, как быть? Ничего. В конце меня даже поблагодарили, как финансово, так и словесно. Я не знаю как, но после этого свадьбу поперли. Они пошли. Именно после этой свадьбы начали появляться еще и другие свадьбы. Потом я понял, слушайте, на этом можно же, в принципе, деньги зарабатывать, оказывается. Не просто выступать. У меня есть небольшой опыт работы учителем. Ого! Ага. Когда я еще училась. И удержать внимание 30 человек, это крайне сложно. Да. Как удержать 500 человек, которые еще и не совсем трезвые? Угу. У меня есть такой лайфхак. Возможно, этим методом пользуются единицы, а возможно и никто. Прежде чем мне выйти на сцену, мой первый выход уже тогда, когда гости только собираются. То есть гости пришли, присаживаются, вечер еще не начался. Я подхожу: здрасте, как вы поживаете, как настроение, общаюсь с ними. И делаю их, так сказать, своими друзьями. И потом, когда я уже выхожу на сцену, я вижу поддержку своих друзей, понимаете? И тогда мне намного легче. И есть еще другой лайфхак. Если вдруг мне не удастся это сделать, по времени не успею или еще что-то в этом роде, многие ведущие советуют, говорят, что нужно хотя бы первые 2-3 минуты заучить определенный текст, чтобы прям вылетало изо рта. И 2-3 минуты, если продержаться на сцене, потом уже будет намного легче. Это впечатление, этот момент, я думаю, самый главный. Но я все-таки использую свой метод. Я знакомлюсь со всеми, они уже мои родные становятся за вечер. И поэтому мне намного легче общаться с друзьями, чем просто с гостями, которых я не знаю. То есть вы всех прямо, все 500 человек, друзья, всех их любите? Не то, что всех люблю, я не могу всех любить. Я просто... как сказать, дарю им, наверное, свое тепло, свое внимание, знакомлюсь с ними,
ну, рассказываю, что у нас сегодня будет на вечере. И даже не так к каждому поодиночке подхожу. Нет же. Ну да, это вот, целый стол. Да, к столу подхожу, здрасте, как вы поживаете, как ваше настроение, вы со стороны жениха или невесты. И, ну, им приятно, ведущий уделяет внимание нам, гостям. Здорово. Вот. Зариф, я перед эфиром внимательно изучила ваш Инстаграм. Угу. И с удивлением узнала, что у вас есть московский наставник Денис Решетов. Вообще для меня это было открытием, что у ведущих может быть какой-то иностранный наставник. Вот как это вообще происходит и как вы попали к этому коучу? Смотрите, это было года 2 тому назад, как раз наступил карантин. А я такой человек, я не могу просто сидеть на месте, мне надо развиваться, мне надо учиться, как бы расти постоянно. Вот, и, соответственно, я думал, как повысить свою квалификацию. Я давным-давно хотел попасть к Решетову, вот, но то все есть никак... вы прямо и сознательно, вот вы... Да, я хотел. Но я понимал, что обучение у него стоит очень дорого, поэтому я как бы так не осмеливался, да. Вот. Ну, я все-таки на карантине заскучал уже немного и взял просто заявку, заполнил у него на страничке. И через полчаса он мне перезванивает, говорит: Зариф. Я так удивился, мое сердце вылетает, думаю, что происходит тут? Он говорит: Зариф, ты хочешь учиться? Я говорю: да. Ну, какие тогда проблемы? 30 тысяч мне на карту закидывай, и давай начнем. Что я тебе могу обещать? Ты, наверное, все уже прочитал, все уже знаешь обо мне. Я говорю: да. Все, мы начинаем. Все, через неделю я закидываю ему на карту 30 тысяч рублей, и мы начинаем коучиться. Коучинг длится 6 месяцев, но у нас затянулось намного побольше. Вот, и так получилось, что я до сих пор учусь у него. Вот, и, скорее всего, он уже, пока я буду в этой профессии, он так и останется моим наставником. То есть это уже такое сотрудничество, партнерство? Да, почему именно он? Потому что, ну, во-первых, у него есть действительно регалии, он 4-ды лучший ведущий России, то есть 4 года подряд его выбирали лучшим ведущим России. Вот, плюс у него есть самое огромное сообщество ведущих. У него сейчас на данный момент учатся со всех стран СНГ, с России, и даже с Европы есть ребята. Вот, и поэтому я думаю, что это тот человек, который мог бы мне передать много знаний. Ну, скажу честно, те знания, которые я получаю, я бы с большим удовольствием хотел бы передавать тоже нашим ребятам. Это вот и мой вопрос, что уже тогда пора передавать, поднимать квалификацию в нашей стране. Нет таких планов? Есть, абсолютно есть, потому что я такой человек, если честно, который делюсь своими знаниями, и порой даже мне не жалко это. Вообще, как так получилось, я же понимал в свое время тоже, что мне нужно расти. И когда я обратился к одному из наших местных ведущих, а он такой топовый человечек, ну, как человек он классно, все, но он не хотел делиться своими знаниями. Я к нему обратился и говорю: не буду называть его имя, скажите, я хочу стать ведущим, вы мне можете в этом помочь? Он мне сказал: из тебя никогда не получится ведущий. Меня это так задело, мне так было больно. Как? Как так? Почему? Что не так во мне? Что не так? Ну, меня, скорее всего, это больше подзадорило. И, ну, у меня характер такой, я овен, я быстро зажигаюсь. Я говорю: хорошо. И начинаю искать наставников. У кого я могу научиться? Ведь для меня это самый короткий путь прийти к успеху. Вот так я нашел здесь наставников, здесь у нас в стране. Вот. Мои друзья помогли мне. Потом я понял, что мне нужно расти дальше, и так я попал к Денису Решетову. Отлично, прямо отличная история. Ну, давайте уже перейдем к вопросу, который волнует наших читателей, к организации свадеб. Вот, естественно, самый первый вопрос. Вот с чего начинать? Ага. В первую очередь я бы хотел сделать такую огласку, что я буду на организацию мероприятий смотреть не с точки зрения организатора, там, декоратора, потому что есть профессиональные организаторы. Я как бы не отношусь к ним, вот, я больше ведущий, и я больше, наверное, в душе, а может и не в душе, только я бизнесмен. Поэтому мне очень важно посмотреть на свадьбу с точки зрения бизнеса. Вот. Именно с этой точки мы сегодня будем рассматривать свадьбу. Скажу вам честно, я когда организовывал свою свадьбу, не поверите, я организовывал без единой копейки. Вот если кому-то интересно будет, вот я могу это потом... возможно? Это возможно, это возможно. Первые мои стартапы, как они получились, я просто пришел к друзьям, говорю: слушайте, ребят, сколько там вы мне хотели подарить? А эти близкие друзья. Говорят: ну, я думаю, вот столько, а я вот столько. Все, вот эти деньги заранее взял, пошел, вложил в ресторан,
То есть, как и в бизнесе. Вложил в ресторан, вот. После чего я начал думать, как сделать так, чтобы оправдать свою свадьбу. Потому что свадьба у меня была прямо перед пандемией, и я очень боялся, что не придут гости. Мне буквально в день свадьбы звонили, говорили: Зариф, а свадьба будет вообще? Я говорил: да, хотя я сам не знал, будет свадьба или нет. Вот То есть была опасность, что просто закроют ресторан? Да, на следующий день после моей свадьбы закрыли все рестораны. Вот прямо на следующий день. Да вы везунчик. Я везунчик, да, я благодарю Всевышнего за это, высшие силы, поэтому супер все. С чего я начинал? Я в первую очередь понимал, и это первый совет мой, нужно определиться с точным количеством гостей. Кто придет, какой гость тебе придет. И, скорее всего, нужно понимать, сколько с собой денег или какие подарки этот гость принесет. Ты оправдаешь свое мероприятие или нет? Вот поэтому, если мы напишем точное количество, и есть еще тут такой момент, что мы можем написать 200 человек, я написал 211 человек, я хорошо помню, и со временем, в течение месяца, они стали отсеиваться. Вот. И еще самое главное, что они вроде бы и говорят, что они придут, да, они приняли приглашение. Есть такое. Было такое, что даже в день свадьбы я перезванивал, говорю: слушайте, а вы где? Они говорят: ну, извини, вот так получилось, то все там. Я говорю: да, ну, хорошо, хорошо. Но я учел этот момент, поэтому что я сделал? Есть такая статистика, оказывается, 10-15% гостей, если не приходят, это опять-таки смотреть надо, какой менталитет гостей, какая это свадьба. Но в среднем, если смотреть, 10% или 15% гостей могут не прийти. И это нормально считается. Именно поэтому бывают такие пустые столы. Вот, и я этот момент вот учел. Вот менталитет, это, вот, то есть европейцы, если они сказали, что придут, то скорее всего придут. Скорее всего они придут, да. Я тут не имею в виду такие свадьбы, которые на 500, на 600, на 800 человек, да. Там очень сложно все это предугадать. Я говорю больше до 200, до 300 свадеб. Людей, вернее, вот, на свадьбе. Небольшая свадьба до 300 человек. Ну, если можно так назвать, да. Тут еще можно как-то проконтролировать. Так вот, что я сделал? Я пригласил, отселись, я пригласил 150 человек, как бы официально, да. Но на самом деле я отослал приглашение чуть больше людям. То есть, поэтому я говорю, если вы приглашаете 200 человек, пригласите 220. То есть, если вы рассчитываете на 200 человек, да, пригласите 220. 220 пригласите, да. И сделайте резервный стол. Сделайте резервный стол. Вот, резервный стол сделайте. Да. И вот тогда у вас есть хорошая возможность, что доходимость ваших гостей будет почти 100%. Итак, мы начинаем организацию свадьбы, составление списка гостей. Да. А тут есть еще второй совет автоматический. Нужно сделать так, чтобы доходимость гостей... Вот. Теперь, как я все-таки, мне кажется, что когда люди приглашают гостей на свадьбу, им все-таки хочется, чтобы эти люди пришли. Да. Вот как сделать так, есть ли какие-то лайфхаки, чтобы эти люди все-таки пришли? Что сделал я на своей свадьбе? Я опять подошел с точки зрения бизнеса, так как еще ранее вел тренинги, поэтому наша задача была, чтобы была полная доходимость гостей. Поэтому осталось месяц до мероприятия, я их обзваниваю, потом делаю фотографии, где пишу, что до нашей свадьбы осталось там 30 дней. Потом до нашей свадьбы осталось 20 дней. То есть я постоянно им напоминаю, чтобы они не забывали. Потому что, допустим, девушке нужно обязательно себя привести в порядок, там, записаться в салон красоты и так далее, чтобы они не забыли об этом. Понимаете? И вот пока я отсылал в течение месяца там, 20 дней, 10 дней, 15 дней, 7 дней, пока я отсылал, прям до последнего дня отсеивались гости. Понимаете, да? Вот. И потом в последний день, я уже почти последний, потому что ресторан обычно просит хотя бы за 2-3 дня дать им точное количество гостей. Вот. Поэтому я дотянул до 2 дней, и потом только выдал точное количество гостей. И плюс запасом еще добавил туда гостей. И они, вот те, кого вы пришли,
Да, да, они отсеялись, те, которые говорили тоже, придем, там, то все, а потом говорят, ой, случайно мы уезжаем куда-то, или ой, случайно кто-то заболел. Бывает такое часто... Ну, форс-мажор все-таки бывает. Да, обязательно, а бывает еще не форс-мажор. Я думаю, что любая свадьба – это как бы проверка своих друзей, своих знакомых, действительно ты для них дорог или нет. У кого-то маски слетают, у кого-то, от кого-то ты не ожидаешь, что он оказывается, блин, классный человек оказывается, а я не знал, что он настолько крут. Понимаете, вот бывают такие ситуации. Поэтому я на своей свадьбе узнал свое окружение намного лучше. Итак, мы составили с вами список, мы приложили максимум усилий для того, чтобы все приглашенные все-таки пришли. Да, да. А теперь мы все-таки составляем, наверное, бюджет. И вот тут какие основные расходы вот по вашему опыту на свадьбу? Ага, смотрите, в среднем, как я рассчитал, понимаю, что в среднем ресторане, а то даже, может быть, и в классном ресторане, в хорошем ресторане, на одного человека, чтобы поесть, обходится 2000 сом. Вот. Плюс можете сверху добавить еще 500 сом, если мы приглашаем 200 человек. Эти 500 сом будут уходить на те расходы, как фото, видео, ведущий, развлекательные моменты вечера. Вот. И считаешь, думаешь, так, 10-2000 еда, плюс 2500 это расходы, вернее 500 это расходы, в общем 2500 сом. Понимаете, да? Вот. Если 2500 сом есть, соответственно, ты понимаешь, а сколько твои гости могут принести с собой? А сейчас модно дарить не кастрюли, не цветы, там, а конвертик. Естественно. Главное, Все чтобы он не был понимают, пустой. Да. что лучший подарок тот, на который можно купить другой подарок. Абсолютно верно, да. Сейчас люди это понимают. Наша культура уже дошла до этого. Конечно. Вот. И поэтому в среднем дарят, насколько я понимаю, 3000 сом. И вот теперь 200 человек умножаете на 3000 сом, это получается у нас сколько? 600 тысяч. Соответственно, автоматически ты понимаешь, что так, 600 тысяч можно закрыть свадебный вечер, даже не задумываясь. Понимаете, да? Я понимаю. Вот. Поэтому ничего тут сложного нет, надо просто посчитать все это. Просто у меня в глазах сейчас, почему вы переспросили меня, потому что для меня лично это всегда очень большая проблема. Я каждый раз, когда меня приглашают на свадьбу, я каждый раз спрашиваю, как вы думаете, это действительно искренне, меня действительно хотят видеть. Ну, понятное дело, что если это родственники или друзья, потом я начинаю спрашивать у своих коллег, а сколько надо дарить, вот сколько принято. То есть, понятное дело, что если это мои родственники, друзья, тут я сама решу. А если это не самое, то вот начиная от 3, то есть это такой средний чек подарка. 3000 это, знаете, как-то в совокупности. Кто-то принесет $100, кто-то принесет 2000 сомов. В среднем, да? 3000 это в среднем. Поэтому если 200 человек приходит, то свадьбу можно, свадебный вечер, по крайней мере, можно точно перекрыть. Вот я, посчитав и сделав анализ в своей голове, продал свою свадьбу так, что у меня еще 80 тысяч осталось. Вот все эти пункты мне просто помогли самому лично. И то, о чем я сегодня буду рассказывать дальше, это не только с моего опыта, а опыт моих еще молодоженов. Потому что, когда ко мне обращаются, я им говорю, слушайте, есть у вас желание еще где-то сэкономить, но не теряя в этом качества, а просто есть, как сказать, знания, с которыми я могу вам, в принципе, помочь. Вот хотите? Я говорю, конечно, хотим. Я говорю, первое, что я вам могу обещать, тот гонорар, который вы мне платите, я вам оправдаю просто своим советом. Да вы что? И у них глаза такие загораются. И вот вам результат. И опираясь на эти знания, я буду говорить дальше. Я прямо вот вижу, как слушатели, подписчики говорят, он свою свадьбу вот сделал, бизнес сделал. Это нормально, вы считаете? Знаете как? Я не считаю, что это бизнес. Вот. Но я считаю, что если подойти с умом с точки зрения бизнеса, почему к нему не подойти? Что это вполне естественно. Да. Ну, что если, конечно, вы можете потратить такую огромную сумму и не думать об этом. Да, прекрасно. Это совсем другое, да. Конечно. Есть свадьбы там, где тратят миллионами, но я не могу миллионами тратить. Да, а если ради проведения свадьбы приходится залезать в долги, и потом бывает, что молодые уже развелись, а еще такое часто бывает. Такое часто раздают, бывает, абсолютно верно. то тогда вот здесь советы Зарифа Мавланова будут вам очень полезны. С нами экспертный ведущий Зариф Мавланов. Мы продолжаем говорить о свадьбах. Верно, верно. Когда нужно начинать готовиться?
Смотрите, есть тут такой момент. Многие пытаются делать свадьбу именно летом или осенью. Но если вы начнете намного раньше, а еще и заблаговременно, за 3-4 месяца хотя бы, а в идеале вообще считается, если мы начнем готовиться к свадьбе за 6 месяцев, это вот идеально считается, тогда у вас есть хороший шанс нанять подрядчиков намного дешевле, потому что вне сезонное время подрядчики стоят намного дешевле. Вот. То есть независимо от того, вот если я сейчас скажу, что но при этом я свадьбу назначаю на лето, то все равно это будет дешевле? Это все равно будет дешевле, потому что, ну, представьте себе, за полгода я заказываю. Я бронирую за полгода. Скорее всего, у этого ведущего или видеооператора там еще нет никаких записей. И есть хорошая возможность сказать, ну, так как я первый, может, делайте скидочку. Торговаться это прилично. Торговаться это нормально, да, да. И я думаю, любой разумный человек будет в любом случае делать скидочку в этом плане. А вообще это правильно, свадьба летом, осенью, вот к вам как профессиональному ведущему? Я считаю, что если смотреть с точки зрения экономии, то лучше, конечно, делать свадьбу с ноября по май. В этом случае те же самые скидки можно получить и от ресторанов, и от подрядчиков. Ну, я не понимаю, почему нельзя сделать, допустим, в марте свадьбу? Почему нельзя? Можно же ведь? Ой, я вам расскажу. Вот у меня свадьба была как раз в ноябре. Я так решила. И тогда моя свекровь сказала, что ну зачем надо было делать свадьбу в ноябре? Вот если было бы в сентябре, дешевыми помидорами стол бы завалили и нормально. Вы знаете, с тех пор, каждый год, когда мы отмечаем годовщину свадьбы, я говорю, все-таки мама была права. Потому что и стол на годовщину свадьбы приходится на дорогие помидоры. Вот что вы скажете по этому поводу? Я по этому поводу думаю чуть по-другому. Есть другая статья расходов. Например, в несезонное время рестораны могут делать хорошую скидку. Вот есть у них определенный тариф, да, говорят, в сезонное время, допустим, от 1500 выше, в несезонное время они обычно говорят от 1200 сом, например, выше. Понимаете, да? Тут, вот видите, уже 300 сомов разница. Это раз. Во-вторых, в несезонное время есть, кроме этого, ведь еще светомузыка, музыкальное оборудование есть, операторы есть. Да. Вот, это все дешевле становится. Понимаете? Поэтому помидорчики там окажутся вообще самой маленькой статьей расходов. Да. Ну, мне тогда непонятно все-таки, вот действительно, почему все стремятся жениться, особенно в наших условиях летом, когда такая жара. Ну, это дело привычки. Привычка. Это дело привычки, то есть да. Логичного объяснения этому уж сейчас особо уже нету, нет. Особо нету. Может быть, они думают, что так город расцветет, может, красивые локации какие-то появятся, может, что-то в этом роде. А может быть, просто летом, ну, захотелось людям летом жениться. Ну, это дело каждого. А вот еще красивые даты бывают. Да, это тоже есть. Сегодня какое число у нас, кстати? Сегодня 21-е. Вот 21-е. Вчера была красивая дата. А еще завтра будет красивая дата. 22? Нет, она будет в феврале. Вот. Да-да-да, в феврале. Я видела, что в Москве продают место, что они подали заявление и говорят, продам вам свое место в ЗАГСе 20.02.2022. Вот. Круто, круто. Ну, у нас, наверное, такого нет. У нас, наверное, нет, такого у нас нет. на самом деле тоже растет статистика. Вот. Итак, мы с вами начали готовиться за полгода. Да. Что здесь, кого мы должны заказать, про кого мы должны не забыть? Я всегда, знаете, на самом деле советую так. Говорю, слушайте, если вы хотите сделать свое мероприятие, встретитесь сначала с ведущим. У него очень много информации. Если даже вы не возьмете его в качестве ведущего на свое мероприятие, но вы хотя бы получите информацию. Понимаете? Он вам расскажет много чего интересного. И, скорее всего, вы получите очень много советов, полезных советов. Вот. Я считаю так. Встретитесь с ведущим, а он вам все расскажет. Но у нас есть такая тенденция, что почему-то 99,9% все бегут сразу в ресторан, заказывать рестораны. Да. Вот. Но... И уже вот приходят и говорят, вот мы такой ресторан-то заказали. Да,
И потом только обращаются ко мне. Я говорю, ну хорошо, я не против, но нам ведь работать в этом ресторане. Бывают рестораны с хорошим оборудованием, с хорошим звуком и так далее, а бывают рестораны, ну так себе, да. И действительно, вот эти моменты, это тонкости, о которых не знает клиент. Звук – это вот именно аппаратура, да, Да, которую да, предоставляет само да, заведение? Да, соответственно, если он предоставляет дискомфорт мне как ведущему, то и гостям тоже не очень приятно. Понимаете, да? Если хорошее качественное оборудование, то легче сидится в этом заведении. Если плохого качества оборудования, то есть какая-то давка такая, уши быстро устают, понимаете, да? Вот чисто на психологию влияет человека. И человек очень быстро устает и хочется ему просто бежать отсюда. Но многие об этом не думают. Вот, поэтому я всегда советую, обратитесь к ведущему, он вам расскажет все. Как выбирать ведущего? Ну, наверное, нужно сделать анализ все-таки. Вот это очень важный момент. Посмотреть хотя бы его Инстаграм, его работы, встретиться. Я предлагаю встречаться хотя бы с 2-3 ведущими, посмотреть его работы и в первую очередь работы вживую. Не так просто ролик посмотрел 2-3-минутный, где он такой весь крутой, блатной, такой, в принципе, ничего и не говорит. Хорошо. Да, ничего и не говорит, все такие 1000 веселятся. человек вот да. так удерживает. Да. А надо спрашивать, слушай, а есть у тебя живое видео? Покажи мне, как ты говоришь, буквально 2-3 минуты. Можешь ты ли вообще говорить 2-3 минуты? Вопрос. И только после этого становится понятно, можно с этим человеком иметь дело или нет. И еще есть тут такой психологический момент. Есть ли химия? Вот если есть химия, можно просто закрыть глаза и довериться. А если нет химии, тут надо удостовериться. А вот как, кстати, для начала найти вот этих 2-3 человек, с которыми будешь встречаться? Это соцсети или сарафанное радио? Что? Ну, в первую очередь работает это сарафанное радио все-таки. И, каждый из нас ходит на мероприятие и видит, какой ведущий был, и понимаешь, да, так, этот ведущий мне понравился, да, а вот этот не очень. Понимаете, да? Мы же такие люди, мы умеем где-то критиковать, где-то анализировать, поэтому, скорее всего, вот так надо выбирать. Вот, хорошо, мы встретились с ведущими, я имею в виду там родители, молодожены сами. Какие вопросы я как клиент должна вам задать, чтобы убедиться в том, что вы действительно тот человек, который мне нужен? Это, знаете, понятно становится буквально в первые 2-3 минуты. Например, лично как я прихожу на мероприятие? Я прихожу чуть ли не с кипой документов. Вот мой договор. Чем я лучше? Объясняю, вот почему вы должны выбрать именно меня, какая моя команда, каких их обязанностей. У вас и договор прямо будет, да? Обязательно, где будет прописано все, что все прописано, да. И они смотрят на преимущества, почему они должны выбрать меня. Буквально через минут где-то 20-30, когда я уже полностью расписываю их свадьбу, как все это будет выглядеть, вот прямо на бумаге, они понимают, что, оказывается, так легко все. Этот ведущий профессионал. Все. А бывают такие встречи, пришли на мероприятие, на встречу, и нету никаких документов, ведущий не рассказывает о их мероприятии, не расписывает по таймингу, что, где, когда будет. И, соответственно, такое мутное понимание, а что у меня на свадьбе вообще будет? Зачем я встретился с этим человеком или встретился? Понимаете, да? Вот. Поэтому моя задача максимум сделать так, чтобы молодожены поняли заранее, еще до свадьбы, что будет у них на мероприятии. Вот обратить внимание на что-то, может быть, ведущий хочет всучить мне какую-то услугу, которая мне, в принципе, не нужна. Вот как этого избежать? Это же, понимаете, как это от человека зависит, вот он добросовестный парень или нет. Я же не знаю, добросовестные ведущие. Это от человека зависит, да. Вот я думаю так. Но я в своем случае никогда не впихиваю что-то, что им не нравится. Я им предоставляю несколько вариантов и по ценовой политике, и по развлекательным моментам. Я говорю, выбирайте, это ваш выбор. Выберите вот это, будет вот это. То есть у вас тоже есть разный пакет услуг? Да, конечно, конечно. И что входит в этот пакет услуг? Этот пакет услуг, он больше не ко мне относится, а относится к подрядчикам, которые будут со мной в одной команде работать. Ну, у вас есть своя команда?
Да я думаю, что те подрядчики, которые есть, мы настолько все друг друга уже знаем, город-то маленький, поэтому с любым, кто есть, мы как одна команда работаем. Шоу-программа входит или нет? Нет, а в мой гонорар вхожу только я сам. Это понятное дело, но вы предлагаете или нет? Я предлагаю, да. Я говорю, слушайте, я работал с вот этими ребятами, вот. Но прежде чем кого-то предлагать, я выясняю потребность. А что вы хотите? Какое вы хотите мероприятие? Что вам не нравится на других мероприятиях? Задаю наводящие вопросы, и после того, как я уже понимаю, что они хотят, я предлагаю варианты. А при этом, если вдруг клиент говорит, да я не хочу вообще шоу-программу, зачем это нужно? Вот правильно, а только деньги зря тратить? Или все-таки... Смотрите, тут такой момент есть. Многие хотят на самом деле шоу-программу, но не хватает денег. Но если они хотят опять в этом плане чуть сэкономить, то я предлагаю так. Выберите один шоу-балет, вот какой вам понравился, и берите и пользуйтесь их услугами пакетами. То есть, если мы возьмем, допустим, 3-4 выступления одного шоу-балета, соответственно, они делают тоже скидочки. Можно в этом случае сэкономить от 200 до $1000 даже. Понимаете, да? В зависимости от проекта. Поэтому вот тут такой тонкий момент. Выбираете один шоу-балет и на весь вечер. Так вы сэкономите. А если вы, конечно, будете выбирать там от этого шоу-балета один танец, у них второй танец, это дороговато будет. Многие даже ради одного танца не хотят ехать, потому что нет смысла в этом. Соответственно, цены выше становятся. Еще сейчас популярна либо выездная регистрация, когда приезжают, или вообще молодые в этот день не расписываются. То есть они когда-то там расписались, а вот сегодня проводят свадьбу. Вот это как-то сказывается на стоимости или нет? Обязательно, обязательно. Буквально недавно встречался с молодоженами, и невеста говорит, я так хочу, чтобы у нас был фуршет, хочу, чтобы мы в 12 дня там оказались в центральном ЗАГСе, а потом на фотосессию хотим пойти. Я говорю, идея классная. А жених сидит, говорит, да, Рив, я так этого не хочу. Я говорю, я вас понимаю. Смотрите, сейчас модно регистратора приглашать в ресторан. Это, во-первых, не так дорого. Во-вторых, если вы пойдете в ЗАГС, накрывать фуршет это минимум как $200 вам нужно будет потратить, плюс нанять кортеж для своих друзей, это тоже денежки, плюс нужно будет еще там простоять. Обычно такое бывает, что в ЗАГСе стоят, говорят, к 12 часам, молодожены заходят там спустя полчаса, бывает час, и получается, как в магазин очередь выстроилась. Да. Невеста ведь на каблуках стоит, она устает, а еще впереди весь вечер, а еще первый танец надо танцевать. И получается так, что за весь день она просто настолько вымоталась, что вечером уже думает, когда же эта свадьба закончится. Ну да, учитывая, что если ей к 12 в ЗАГС, то это во сколько она встала? Да, чтобы к 12 быть во всей красе. Да, абсолютно верно. Поэтому я предлагаю всегда так. Слушайте, не делать фуршет – это классная экономия денег. Это вот классный совет, вот не делать фуршет. Потом, лучше сохраните силы. В день свадьбы максимум, что хотите сделать, это сделайте фотосессию. Это займет час-полтора, у кого-то 2 часа. Все, и свеженькими поедете на мероприятие. Хотя бы насладитесь своим вечером. Это, опять же, позволит сэкономить вот то, что если фотосессия в день свадьбы на прическе, то есть не нужно будет делать два. Нет, тут экономия даже не на прическе, тут экономия на фуршете, экономия на кортедже. И мы еще не знаем, у всех же разные друзья бывают. Бывает такое, что пока они там фотографируются или пока проходят ЗАГС, друзья напьются, то все. Это лишний такой балаган ненужный. Вот. Поэтому первая статья экономии – это фуршет, я так считаю. А теперь давайте поговорим о ценах на услуги ведущих, операторов, фотографов. Вот существует же какое-то среднее, и что, чтобы я понимала, я как клиент, что вот если человек говорит слишком низкую цену или слишком высокую, что-то здесь не так. Вот есть вот какой средний чек? Знаете, тут очень сложно оценить. Допустим, я говорю свою стоимость, и многие не понимают, а почему так дорого, например.
Но чтобы понять, во-первых, нужно встретиться, во-вторых, нужно донести до людей ценность. Вот. И тут такое небольшое сравнение идет. Я объясняю, да, представьте, что вы звоните, чтобы купить автомобиль, но вы говорите, сколько стоит автомобиль, но вы звоните, кому попало. Все понятно, хорошее Там сравнение. может быть Lexus стоит, а может быть Запорожец. И когда вам говорят цену Lexus, вы думаете, так, я не готов Lexus купить. Понимаете, да? Вот тут такой тонкий момент есть. Вот. Другой момент, это если, опять-таки, смотря с точки зрения экономии. Вот. В этом случае я считаю, что фотографы, видеографы, они же могут работать почасовой. У меня недавно молодожены говорят, слушайте, мы не хотим, чтобы наш весь вечер снимали. Можно хороший, красивый, динамичный ролик буквально на 5-10 минут? Операторы говорят, конечно. Это, во-первых, в разы дешевле, и оператору интересно работать, и молодожены тоже довольны. И это, соответственно, дешевле. Поэтому я говорю, если вы даже не хотите на 5-10 минут видеоролик, тогда сделайте так. Можете оператора взять на вечер, а фотографа на весь день, или наоборот. Тогда вы тоже имеете шанс сэкономить на этом. Но если есть деньги, то, конечно, берите. Да, но сейчас мы не рассматриваем вариант, когда у людей есть деньги на все капризы. Мы рассматриваем вариант, когда свадьбу хочется красивую, а денег хочется потратить разумную сумму. Да, абсолютно верно. Тут много еще зависит от того, сколько у людей будет находиться на самом мероприятии. Допустим, если я вижу, что там мероприятие на 30, на 40 человек, я предлагаю так, слушайте, что я буду здесь делать 6 часов? Давайте я приду на 3 часа, проведу самые основные моменты, и вы еще и денег меньше заплатите, и я меньше буду находиться там. Вам же выгодно это? Выгодно. Это тоже хороший момент, где можно сэкономить. Ваш чек зависит и от количества людей? Да, от этого тоже зависит. То есть вот 300 и 500 зависит? 300, 500, я понимаю, что 30 это, конечно... и 500 это разные категории свадеб, а вот 300 и 500? Я думаю, что здесь тоже есть момент, где будет зависеть цена. Все это оговаривается, все это нужно встречаться. Обязательно. Нужно понимать, что хочет клиент, какую программу он хочет. Или он хочет 500 человек пригласить и всю программу повесить на меня. Понимаете? Типа, Зариф, ты же есть, ты все сделаешь. Слушайте, 500 человек, я один, нужна команда. Понимаете, да? Вот. Другое дело, если это 30-40, до 100 человек, тут хоть как-то можно еще что-то придумать. 500 людей, что сделаешь? Нужна команда, и все. И смотрите, вот на 30 человек нужен ли ведущий? Я думаю, что да. Зачем? 30 человек, я всех их знаю. Вот. Я с вами согласна. Я вот, кстати, недавно была на такой свадьбе, это была прекрасная свадьба. Но мне кажется, что очень многие думают, зачем это? Я всех знаю, я и так сама. Первая задача ведущего – это перезнакомить гостей. Чуть-чуть добавить ярких специй в вечер. Вот. Это не надо их напрягать. Тут не будет много тостов, поздравлений и так далее. Просто разжег, поднял настроение, дал эмоции, и потом можешь уходить. Понимаете? Вот для вот этого момента, для эмоций нужен ведущий. Вот вы все время еще говорите, тут важно, чего вы хотите, понятно, да, чего хочет клиент. А если клиент не знает, чего он хочет? Я думаю, что вы с этим не раз сталкивались. Он хочет красивую свадьбу, чтобы все сказали «вау». Без проблем. Мы, в первую очередь, узнаем, какой у вас бюджет, готовы ли за это платить, за красивую свадьбу. Приглашаем профессионалов, садимся с командой, где у нас собираются видеооператоры, фотооператоры, организаторы, координаторы, ведущие, соответственно. И думаем, так, у нас есть вот это, выбирайте, что бы вы хотели. Соответственно, мы выявляем максимальную потребность нашего клиента. И только после того мы начинаем предлагать. И затем, когда мы с вами уже решили, что вот я сотрудничаю с вами, вы будете вести мою свадьбу, вы представляете мне договор и сценарий, да. Где каждый конкурс, все это обговаривается. Чтобы не выяснилось, что вдруг мои гости будут ползать по полу,
Нет, 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 что вы, что вы. дуя перед собой 100 сомов. Нет, 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 абсолютно нет. Сейчас все-таки новое поколение ведущих, и эти конкурсы, интерактивы, это с 90-х годов. Вот. Поэтому... Я до сих пор в себя прийти не могу. Поэтому мы все эти моменты обязательно рассказываем нашим клиентам, нашим молодоженам, объясняем, что интерактивы будут такие, конкурсы будут такие. И еще в запасе имеем вот такие конкурсы. Потому что часто бывает такое, что само мероприятие – это импровизация больше. Прописали тайминг, а пошло не по таймингу, потому что, жених с невестой на полчаса задержались. Потому что папа говорил долгий тост. Да. Вот, поэтому задача профессионального ведущего – какая бы ситуация ни была, выходить из этой ситуации победителем. И делать так, чтобы вид, все остались довольны. все так и было задумано. Конечно. А сейчас еще вот новое поколение, есть такое понятие ярмарки свадеб. Угу. Вот. Ой, это вообще, знаете, я очень сильно советую всем, кто хочет скоро жениться, посещать ярмарки. Потому что ярмарки это, как сказать, это фишка, где можно сэкономить большие деньги. Тут даже 50 сэкономили. Так еще и получили столько информации о своей свадьбе. Это просто, я думаю, что посетив одну ярмарку, можно сэкономить до $1000. Это серьезная сумма. Да. Вот самая запоминающаяся свадьба, если не считать та, где вы были женихом. Есть такие? Да, есть мероприятие, где я ловил торт. Да, серьезно, я ловил торт, как-то так получилось, что торт уже приехал такой чуть-чуть кривой, такой пьяненький, и я понимал, что, что-то с этим тортом будет, надо делать, надо быстрее его разрезать. И я вел мероприятие настолько быстро, чтобы получилось так, чтобы довести быстрее до торта и порезать его. И только когда настал тот момент, когда нужно резать торт начинает падать, я такой, и обратно. Это очень смешной момент, честно говоря. Понятное дело, что зал весь замер, а я весь в торте, мои руки. Я думаю, что не побрезгали кушать от моих рук. После моих рук, вернее. Еще какие смешные истории были? Смешной момент произошел лично со мной. У меня было 2 раза такое. Я только поехал, купил себе костюм, смокинг. Это сейчас мы говорим о вас как о ведущем или вас как женихе? О ведущем, да. Купил себе смокинг, надеваю, вроде так классно сидит, я про штаны сейчас говорю. Но получилось так, что на самом мероприятии я когда просто нагнулся, что-то уронил, и штаны порвались. И они порвались так, вот как обычно, прямо на ягодицах. Классическая. Да. Комедийная ситуация. Да, действительно. Честно, я не знал, что делать, потому что со мной это было впервые. Я просто смеялся и начал искать и думать, так, где взять штаны? Взял у официанта, соответственно, переоделись и дальше продолжил вести мероприятие. И потом у меня 2-й раз получилось то же самое. Только уже я не успел еще из дома выйти, за сыном потянулся, и штаны такие, и все. Ладно, что есть, то есть. Такое уже было. С нами Зариф Мавланов, экспертный ведущий свадеб. Он рассказывает нам, как сделать хорошую свадьбу, максимально сэкономив средства. Если у вас есть какие-то смешные истории или свои лайфхаки, делитесь с нами. Нам тоже это будет интересно. Да. Так, еще что вы можете рассказать нам о свадьбах? Вот, может быть, что-то мне не приходит в голову, а вы можете мне рассказать. Так, если смотреть с точки зрения экономии и как можно сэкономить деньги, но при этом не терять качество, то я дам, наверное, самый главный совет, что не нужно бояться обращаться к организаторам. Это я не рекламирую себя, я не организатор, есть в этом деле профессионалы. Вот. Потому что у многих организаторов есть хорошие скидочки во всех тех сферах, которые которые относятся к свадебному мероприятию. Вот. У организаторов обязательно есть скидки в свадебных салонах, там, где нанимают кортедж, там, где покупают золото, договоренности с ресторанами и так далее. Вот. Если это добросовестный организатор. Вот. То есть организатор свадеб – это не статья расхода дополнительная, да, это не расход на самом деле. Возможность правильно и экономично организовать свою свадьбу. Абсолютно верно. Поэтому если клиент приходит и говорит, слушайте, у меня бюджет вот такой, то организатор даже на этот бюджет может помочь. Бывает такое, что у меня нет бюджета, я не знаю, как сделать свою свадьбу своими руками,
то в этом случае есть организаторы, которые могут просто проконсультировать. Вот. Но если даже на это нет денег, то, ну, ребят, что могу сказать, переходите ко мне в Инстаграм, в шапке профиля у меня есть чек-листы. Просто напишите, что хочу скачать чек-лист, и я обязательно вышлю 10 лайфхаков, как можно сэкономить на свадьбе, и пошаговый план вашей свадьбы. Я все это прописал, и я просто дарю в подарок своим молодоженам, для того, чтобы они были осведомлены. Для меня приятно, когда мои молодожены проинформированы полностью, чтобы не было для них каких-то непредвиденных моментов. Вот. Да и вообще, когда человек обладает знаниями, он обладает и уверенностью. Поэтому моя задача дать эти знания и дать еще и уверенность. Спасибо, Зариф. У нас истекает время эфира, поэтому, может быть, вот мы завершим его какими-то пожеланиями молодоженам, тем, кто собирается жениться. Ой, вообще круто. Ну, в первую очередь надо понимать, что впереди нас ожидает месяц Рамадан, он у нас начиная с апреля, поэтому все, кто хотят провести свое мероприятие, желательно или в марте уже, как раз только потепление начнутся, да, или можно уже после Рамадана. Ну, это как бы понятная статья, да, но суть в том, что если вы сейчас уже начнете бронировать подрядчиков, то вы получите хорошие скидки, потому что апрель месяц он тихий. Вот. Поэтому бронируйте заранее и экономьте деньги. Вот так, наверное, лучше будет. А главное, будьте счастливы. Да, это точно. Все. Спасибо вам, Зариф. Вам С нами спасибо. был Зариф Мавланов, экспертный ведущий, не организатор, а ведущий свадеб, который поможет вам провести вашу свадьбу незабываемо и немножко сэкономить. Ой, спасибо. Ну, прям рекламу сделали. Спасибо, Зариф, что вы были с нами. Спасибо, что вы были с нами. До встречи, до свидания. Вам тоже спасибо.